Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. В среднем общеобразовательном учреждении номер 19 района Сино города Душанбе состоялась встреча членов рабочей группы исполнительного органа государственной власти столицы с работниками сферы по делам молодежи и спорта. Мероприятие было посвящено разъяснению ключевых пунктов послания президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона к Маджлиси Олии страны. Подробности в нашем сюжете. На этот раз встреча представителей рабочей группы исполнительного органа государственной власти города Душанбе, посвященная разъяснению пунктов послания президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли, была проведена с работниками сферы молодежной политики и спорта. Цель встречи заключалась в том, чтобы донести содержание послания до широкой аудитории и повысить политическую и социальную грамотность граждан. В ходе обсуждения представители власти акцентировали внимание на важных аспектах послания, таких как социально-экономическое развитие, улучшение уровня жизни населения, поддержка образования и здравоохранения, а также на значение молодежи и спорта в современном обществе. Не менее важными темами стали вопросы укрепления мира, стабильности и национального единства. Заместитель председателя города Душанбе Дильбар Одилзода, выступая перед собравшимися, подчеркнула, что государственная политика работы с молодежью является ключевым направлением социальной политики государства. Она отметила, что молодежь представляет собой основную движущую силу общества и выразила гордость за их высокий уровень национального сознания, самопознания и патриотизма. По ее словам, сегодня молодежь вносит значительный вклад в политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь страны. В настоящее время нет такой сферы в нашей стране, где молодежь бы не играла активную роль, добавила она. Также заместитель председателя столицы уверила присутствующих, что молодежь с честью и достоинством продолжит способствовать развитию национальной экономики и процветанию Родины в эпоху независимости. Важным аспектом работы остается решение вопросов, касающихся детей, подростков, молодежи, а также создание лучших условий для их обучения и трудоустройства. В ходе встречи также поднимались вопросы обеспечения безопасности общества, политической стабильности и верховенства закона. Эти факторы были названы гарантиями устойчивого социально-экономического развития и повышения уровня жизни граждан. Как было отмечено, именно мир и стабильность позволяют достигать быстрого экономического, социального и культурного роста страны. Если в обществе не будет единства и взаимопонимания устойчивого мира и стабильности, мы не достигнем ни одной из своих добрых целей, резюмировала Дильбар Одилзода, призывая всех понимать как о малой, так и о большой ответственности за будущее страны. В столице продолжаются встречи руководства города с жителями различных районов. На этот раз рабочая группа исполнительных органов государственной власти города Душанбе встретилась с жителями микрорайонов Бедиль, Дильшоди, Барно и жилищного кооператива номер 8 района Шохмансур. В мероприятии приняли участие руководство района, а также руководители ряда управлений и комитетов столицы. Главной темой встречи стало обсуждение послания президента страны. В выступлениях отмечалось, что документ охватывает ключевые социальные цели, новые стратегические, экономические и правовые задачи, требующие от ответственных лиц профессионального подхода и высокой ответственности. Выступающие подчеркнули, что за почти 35 лет независимости народ Таджикистана доказал свою способность к великим свершениям, проявил искреннюю любовь к родине и готовность защищать ее свободу и независимость. В условиях глобальной нестабильности сохранение мира, развитие государства и благоустройства страны остаются ежедневной обязанностью каждого члена правительства, представителей министерств и в целом всех граждан. Прозвучал призыв к единству и целеустремленности. В ходе встречи также обсуждались вопросы реализации стратегических целей правительства, повышения уровня экономики и социальной сферы, развития образования, роли женщин в обществе, а также регулирования национальных традиций и обрядов. Особое внимание было уделено новым редакциям законов об ответственности за обучение и воспитание ребенка и о регулировании праздников и обрядов в Республике Таджикистан, которые соответствуют современным требованиям. В
С целью разъяснения и толкования послания лидера нации президента Республики Таджикистан к Маджлисе Оли в эти дни различными структурами и органами проводятся встречи с работниками и жителями столицы. Нашими коллегами подготовлен репортаж о встрече ответственных лиц прокуратуры города Душанбе с работниками энергетической отрасли. В рамках графика проведения бесед и встреч сотрудников аппарата прокуратуры города Душанбе в трудовых коллективах и образовательных учреждениях на территории города Душанбе по разъяснению содержания и сути послания лидера нации президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона к Маджлисе Оли Республики Таджикистан от 16 декабря 2025 года ответственные лица прокуратуры города Душанбе на этот раз провели встречу с руководством и сотрудниками филиала электрических распределительных сетей города Душанбе. В ходе встречи выступающие, освещая и пропагандируя основные положения послания президента Республики Таджикистан к Маджлисе Оли страны, отметили, что именно посредством оглашения послания главой государства осуществляется четкая постановка целей, направленных на укрепление единства и сплоченности, обеспечение устойчивого социально-экономического развития и усиление основ национальной государственности, а также предлагаются эффективные механизмы практической реализации данных целей и создается благоприятная основа для координации деятельности государственных органов в сфере защиты национальных интересов и реализации стратегических целей. Далее было отмечено значение послания президента страны как важного руководящего документа. Подчеркнуто, что послание является значимым концептуальным документом и, основываясь на глубоком и всестороннем анализе политической ситуации в регионе и современном мире, определяет приоритетные направления внутренней и внешней политики государства и конкретно возлагает ответственность и обязанности на все государственные структуры. В зале исполнительного органа государственной власти района Шохмансур города Душанбе состоялась пресс-конференция с участием представителей средств массовой информации. В ходе встречи председатель района Сафар Олимзода представил краткий отчет о социально-экономическом развитии района за 2025 год. Подробности о деятельности района можете смотреть в нашем репортаже. В отчетный период доходная часть местного бюджета была выполнена на 101,7%. При плановых показателях в 413,3 миллиона сомони фактические налоговые и неналоговые поступления составили 416,1 миллиона сомони, что на 2,8 миллиона сомони перевышает утвержденный план. Об этом было сообщено на заседании руководства Народного комитета района Шохмансур. Расходная часть местного бюджета была исполнена на 99,9%, а плановые расходы составляли 419,3 миллиона сомони. Фактически было освоено 419,2 миллиона сомони. По сравнению с 2024 годом финансирование отрасли национальной экономики района увеличилось на 23,1% или на 78,7 миллиона сомони. За отчетный период объем промышленного производства 173 предприятия района, независимо от форм собственности и подчиненности с учетом негосударственного сектора, достиг 1 миллиарда 7 миллионов 818 тысяч 600 сомони. Это на 270,1 миллиона сомони больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а темп роста составил 130,7%. Отмечено, что учреждения сферы услуг оказали населению услуги на сумму 303,2 миллиона сомони, что на 152,9 миллиона сомони больше показателей аналогичного периода 2024 года, или 201,7%. Объем платных услуг населению составил 7 миллиардов 819,2 показателей и 0,2 миллиона сомони, что на 681 миллион сомони больше, чем годом ранее, и соответствует росту на 109,5%. В районе уделяется особое внимание развитию предпринимательства как одного из ключевых факторов социально-экономического развития. В настоящее время зарегистрировано 3089 юридических лиц и 5982 индивидуальных предпринимателя, в том числе 1669 на основе патента, 2891 по свидетельству, 1161 по свидетельству с особой
особыми условиями и 262 техканских хозяйства. Общая площадь сельскохозяйственных земель района составляет 1023,6 гектара, из которых 494 гектара приходится на крестьянские хозяйства, 512 гектаров на хозяйственные поселения и 17,6 гектара на вспомогательные земли. В соответствии с утвержденным перспективным планом на 2025 год было предусмотрено проведение осеннего, весеннего и повторного сева на площади 603 гектара. Фактически работы выполнены на 655,9 гектара, что составляет 109%, и мероприятия в данном направлении продолжаются. Отмечено также, что сфера образования остается одним из приоритетных направлений деятельности исполнительного органа государственной власти района Шухмансур города Душанбе, для развития которой последовательно внедряются современные подходы и меры. Впервые в школе самбо номера 47 состоялся межшкольный кубок по самбо. Спортивное мероприятие было организовано с целью популяризации этого вида единоборства, привлечения школьников к здоровому образу жизни и формирования духа честного соперничества среди подростков. В целях развития самбо и привлечения школьников к здоровому образу жизни были организованы соревнования среди подростков. В турнире приняли участие более 200 юных спортсменов из 16 учебных заведений, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки и спортивного мастерства. Соревнования прошли в двух дисциплинах – спортивное и боевое самбо, и отличились насыщенной эмоциональной атмосферой. Участники боролись за победу в каждом поединке, проявляя хорошую физическую форму, выдержку и волю к победе. Турнир прошел в дружеской обстановке и привлек внимание педагогов, тренеров и любителей спорта. По итогам соревнований первое место заняла школа самбо номера 47, второе место школа самбо номера 18 района Фердауси, третье заняла школа номера 64 района Сино. Победители и призеры были награждены медалями и памятными подарками. Соревнования были организованы по инициативе Федерации самбо Таджикистана и направлены на дальнейшее развитие этого вида спорта, а также подготовку молодежи к участию в будущих турнирах. Организаторы отметили, что подобные соревнования планируется проводить и в дальнейшем с целью выявления новых спортивных талантов. В Таджикистане самбо с каждым годом набирает популярность и занимает особое место среди подростков и молодежи. Регулярное проведение соревнований, деятельность специализированных спортивных школ и работа опытных тренеров способствует развитию самбо и воспитанию нового поколения спортсменов. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго!